В эфире программа «Новости IT». Поздравляем всех с Днем космонавтики. Отдадим дань уважения всем, кто связан с этой профессией, ведь если бы не они, всех этих технологических новшеств не было бы и в помине. Итак, начнем. Руководство мессенджера WhatsApp приняло решение ограничить массовую пересылку сообщений. Это касается посланий, помеченных символом двойной стрелки, то есть пересланных уже более 5 раз. Теперь их можно отправить только в один чат. Ранее пересылку можно было сделать в 5 диалогах. Так, руководство компании отреагировало на беспокойство пользователя о распространении дезинформации касаемо коронавируса. И WhatsApp устремился к сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения и госучреждениями. Именно они теперь помогают мессенджеру в поиске правды. Кроме того, в компании призвали пользователей и самим заглядывать только в проверенные источники. И как в этот день не поговорить о космосе? Ведь космическая сфера единственная, которая, несмотря на пандемию, была и остается востребованной и находится в полной готовности. В преддверии Дня космонавтики ракета-носитель «Союз-2-1А», стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз-МС-16» с экипажем из 2 россиян и 1 американца. Перед началом миссии космонавты пообщались с журналистами и рассказали, как повлиял COVID-19 на их подготовку. Полеты в космос COVID-19 отменить не смог. Правда, внес некоторые корректировки. В этот раз те меры безопасности, которые были приняты, они были еще более объемлющими. Мы с Ваней, наверное, последний месяц жили в Звездном городке, и Кристина тоже около месяца провел в Звездном городке на карантине. На Байконуре мы уже находимся более 2 недель тоже на карантине. В этот раз не разрешили провожать космонавтов на орбиту и родным, хотя этой традиции уже много лет. Мы, как экипаж, пострадали из-за этого вируса. Таким образом, что к нам перед стартом не могут приехать наши родные и близкие. Но также мы понимаем, что весь мир страдает из-за этого кризиса. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы сейчас с нами были наши семьи, но мы понимаем, что нам нужно вести себя именно так, чтобы оставаться в безопасности. Космонавты шутят, что на орбите у них тоже будет самоизоляция. Правда, вопрос, чем себя занять, не стоит. Запланировано много экспериментов, выход в открытый космос, обязательные занятия спортом. В свободное время можно почитать. Главное, не переедать. И это очень важно для корабля «Союз». Есть определенные ограничения по разнице веса между членом экипажа, который сидит в левом кресле, и членом экипажа, который сидит в правом кресле. Таким образом, если мои коллеги будут дриться в холодильнике, они должны сделать это как-то так, чтобы их вес менялся одинаково. Также космонавты рассказали, что сейчас набор в звездный отряд в России открытый, и каждый желающий может проверить свои силы. Вся информация есть на сайте Роскосмоса. Российская федеральная антимонопольная служба предлагает пресечь необоснованное сокращение срока работы гаджетов, которыми грешат Apple, Samsung и другие компании. Также российское ведомство хочет запретить умалчивать существенную информацию о товаре. Речь идет о программах по типу той, что применяет яблочная компания в своих смартфонах, замедляя его работу якобы из соображения компенсации износа аккумулятора. На данный момент функцию можно отключить, однако она все еще присутствует, несмотря на то, что производителю в свое время пришлось выплатить пользователям приличную такую сумму денег в качестве компенсации. Samsung тоже в свое время попала под итальянский антимонопольный штраф за попытку формировать у потребителей впечатление, что их гаджет якобы устарел и требует замены. И тем не менее продолжила эту практику. Выписать штраф в кругленькую сумму, видимо, решили и отечественные блюстители порядка. ФАС считает, что покупатели имеют право знать, что на самом деле установлено на их гаджеты, как это влияет на процессор, а также должны получать четкую информацию о том, какими характеристиками обладают литиевые батареи в их смартфонах и сколько в среднем они могут использоваться. А вот самого интересного, как именно ФАС собирается принудить к этому компании, ведомство, к сожалению, не рассказало. Презентация новой учебной платформы для дистанционного обучения «Моя школа онлайн» прошла в Москве. О ней рассказал на пресс-конференции министр просвещения России Сергей Кравцов. Платформа должна помочь решить проблему обучения даже в условиях отсутствия интернета. О ней подробнее расскажет наш субкор в Москве Максим Кардозов. Вот так выглядит новая учебная платформа «Моя школа онлайн». Это сайт cifra.school. И, наверное, главной ее особенностью является то, что в ее основу легли именно те учебники, которые входят в федеральный перечень. То есть они хорошо знакомы как учителям, так и ученикам.
Фактически это разработка коротких учебных материалов для самостоятельной работы в домашних условиях с использованием всех имеющихся уже учителей и учеников учебников федерального перечня. Мы начинаем выкладывать все базовые предметы, часть уже выложена на платформе, действует. В течение каждой недели будет обновление материалов. Причем «Моя школа онлайн» — это не только про интернет. Обучающие программы будут дублироваться и по телевидению. Уже есть договоренности с несколькими телеканалами. Но и это не все. Эта платформа позволяет обучаться тем школьникам, где вообще нет интернета. Мы можем эти ресурсы закачать, сохранить в компьютерах школьников, учителей. Также во время пресс-конференции министр сказал, что новых переносов ЕГЭ и ОГЭ не планируется, а учителя не должны потерять в зарплате из-за перехода в онлайн. Еще одна интересная деталь. Министерство продолжит оснащать необходимой техникой школы. Это ноутбуки и планшеты, которые должны впоследствии попасть в те семьи, у которых нет возможности самостоятельно купить необходимую технику для дистанционного обучения. Платформу «Электронная школа» выбрали для дистанционной работы в СОШ номер 3 Якутска. Тогда как большинство учреждений подключились к популярным платформам, таким как Zoom, Discord, при этом испытывая определенные осложнения по техническому плану и скорости интернета, третья школа установила программу на собственном сервере, обслуживающем только их детей. Идея создать из обычного сайта систему управления образовательным контентом возникла еще в прошлом году. Первый этап онлайн-платформы запустили в феврале 2020-го во время карантина, а с 6 апреля приступили к дистанционному обучению учащихся среднего и старшего звена. Программа имеет больше возможностей для обучения, можно показывать видеопрезентации, пометки на доске, имеется и совместный доступ. Онлайн-школа будет иметь право на жизнь и после пандемии. Уже есть новые проекты и идеи. А теперь о том, как в целом проходит дистанционное образование в Якутске. Материал нашего корреспондента Саргаланы Неустроевой. Так, сейчас у меня такой вопрос. Эрсан, включи, пожалуйста, микрофон. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Эти кадры – современные реалии учебы и работы во время пандемии. Теперь сидеть за телефоном или планшетом во время урока стало приоритетной задачей. Извечная тема отцов и детей снова на повестке дня. Успевать за новыми технологиями старшему поколению намного труднее, чем школьникам и студентам. И все же современные проблемы требуют современных решений. Трудности в начале, конечно, по непривычке были, но в конце, через 5 буквально минут мы уже сообразили все это. Ребята все это лучше знают, чем мы, взрослые, да, и очень даже на высоком уровне прошел урок. Тем временем справиться с нахлынувшим потоком пользователей смогли немногие платформы. Так, только за первую половину учебного дня на телефон горячей линии поступило порядка 30 звонков с жалобами на работу сайтов. Особых нареканий нет. Есть частичное отключение электричества, но в целом дистанционный формат пошел, а в тех школах, список, который Минобр утвердил, идет в малых отдаленных населениях идет очное обучение, да, поэтому можно сказать, что дистанционный формат начался довольно успешно. Однако не каждая семья располагает необходимой технической базой или, по крайней мере, не располагала. В связи с этим администрация Якутска закупила 525 электронных планшетов и сим-карт для детей из малообеспеченных семей. Уже сейчас необходимые для учебы устройства распределяют по школам. Один из пользователей придумал необычный способ взаимодействия с игрой. Он решил, что во время самоизоляции ему не хватает движения. И перенес управление персонажем в Dark Souls 3 полностью на движение собственного тела. Как это работает? Парень надевает на ногу ремешок с джойконом и держит в руках обруч Ring Con.
Чтобы персонаж двигался, нужно бежать на месте, а для выполнения некоторых упражнений требуется сжимать и растягивать обруч. Умелец опубликовал демонстрацию своего мода для Dark Souls 3 на Reddit. С ним манипуляторы работают примерно как в оригинальной игре. Кстати, модификация проверяет скорость игрока, не позволяя обмануть систему. Если переставлять ноги слишком медленно, главный герой не будет двигаться. Как признается энтузиаст, за 2 часа столь энергичного прохождения Dark Souls 3 он устал как после 2-часового марафона. К сожалению, повторить его успех, увы, не получится. Даже имея в арсенале все необходимые девайсы, программная модификация энтузиаст не поделился. Ее нет в открытом доступе. По крайней мере, пока. Square Enix выпустила Final Fantasy VII Remake. Игра рассказывает о событиях в Мидгаре и дополняет их новыми подробностями. Костяк сюжетных событий остается прежним, но детали значительно преобразились. То, что в оригинале проговаривалось намеками, в ремейке превратилось в полноценное повествование. Эпизоды полностью пересмотрены, враги, которые раньше считались проходными, стали боссами. Сценарий в оригинале, пострадавший от плохой локализации на английский, игра, напомню, японская, также подвергся переработке и, по словам критиков, теперь звучит гораздо живее. Однако есть и обратная сторона медали. У ремейка, по мнению все тех же критиков, не идеальное техническое исполнение. Текстуры иногда долго загружаются, голоса персонажей могут сбоить, если вы не смотрите прямо на них. А диалоги с NPC бывают стартуют с задержкой в несколько секунд. С другой стороны, кадровая частота стабильная даже на базовой версии PlayStation 4. Релиз состоялся эксклюзивно для Sony, до других платформ игра доберется через год. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте jak24.ru. Всего вам доброго.